Никто не знает, как снимать. Якутский продакшн. В нашем фильме есть 2 номинанта на «Оскар». А вдруг я просто все это время спал? Сейчас можно сказать, что кринж? Анора. Да я представил, что я ехал в большой Голливуд сниматься. А по факту оказалось, это маленькая инди-картина. Юру здесь вообще, какой-то ходит лысый русский парень по дабаке. Он другой, тупо просто. Очень тяжелое кино. В сценарии есть проблема. Инцидент, который был в фильме «Нуча». Ничего не сложилось. Страшна самоцензура. Че, как в Москве прошла премьера? Чуть пораньше сделали. Куда, да? Там почему-то всегда принято сделать такой пресс-показ, они это называют. Это был пресс-показ, получается. Да, это пресс-показ, больше как бы для прессы, для рекламы, для вот этого всего. На удивление, да, полный зал, там какое-то было безумие с билетами. В целом все спокойно, хорошо. Как-то меня порадовало лично, что вот ребята с команды просто сами собрались, многие сами лично приехали, и мы как-то вот все вместе вышли, представили фильм. То есть ребята поехали за свои деньги, получается? Вот Жанна, да. То есть у кого-то там совпало с рабочей поездкой, кто-то вот специально. Я удивился, сказал, это круто, это событие. Но дистрибьютор Вольга, да. Где было бы, это их мероприятие, получается, да? То есть они организаторы. Да, и получается, прокатом по всей стране занимаются они. Единственное, что мы сказали как-то с Максом, и вообще, в принципе, что 27 февраля официально выходим в прокат по всей стране. Я сказал, что мы обязаны в Якутске представить. Круто. Я думаю, что у вас здесь не будет, но вы с Максом тогда здесь будете, в Якутске. К сожалению, у Макса не получается именно по рабочим моментам. Но ты будешь? Обязательно. Четко. Я вот только самолета, и я здесь. Но, к сожалению, наш подкаст выйдет после премьеры на 2-й неделе. Может быть, здесь будут зрители, которые уже посмотрели фильм. Күндөгөттөр эһиге болгомтогутугар биһига гылжытты келле көлбүккөлүккүдук Владимир Вова Мункуев кинини билбэп улахатымын кырытык бисиһинерем кини боллагана жол ден хамай антон просмотрдах бах жон көрбүт короткометражный кинетин көрбүп булактакыт онна вологото ден ме криминал комедия тахсыбыт киненеме хакахераттан буга барата билер булактакыт онна бу кекенники тахыбыт кинете тахыбатах кинете нучча онна табы кончится лето эмет режиссер премьера Хотору болар, это были уже 2 недели, пидин көрдік, он там бүгін кинет ула кассети улога, он там слово я вот впервые вот так тоже разговариваю, заочно мы знакомы, но вот как-то так прямо сейчас мы будем знакомиться. Давай. Как дела, какие новости? Что-то как? Слушай, я вот с самолета, я прохожу вот этот квест, я прилетел в 7 утра, и вот продержаться эти сутки, чтобы нормально уснуть. И смешно, что почему-то меня все с утра друзья спрашивают, как, город изменился? Я был последний раз, вот когда кончится лето, мы закончили снимать в 22 году, 3 года назад. Уже 3 года прошло, да? Да. 25 Совсем ваши недавно же снимали. Время. Я хожу, говорю, да нет, вроде город не изменился. И вот сейчас мы ехали с Лешей Павловым, и он там звонит по рабочим каким-то моментам, а мы работали долго в рекламе, и я подумал, у меня в какой-то момент от этого недосыпа подумалось, а вдруг я просто все это время спал? Не было никакой Москвы, ничего. Я просто спал, и тут Леха меня разбудил и говорит, Володь, там, золотник, сербяке, ролики делаем. Я такой... Пока погружаюсь в эту реальность. Флэшбэки. Да. Это всегда так. Слушай, я пешком сегодня специально пошел. Вот с Федора Попова до Строда. Я вообще с детства любил ходить гулять пешком. До сих пор так и хожу. Можешь чутка
познакомить, себя представить зрителям, где учился, что да как. Я родился здесь, в городе Якутске, на улице Кузьмина, в аэропорту. Вот, Портовские, Белое озеро, вот это все. Закончил Сахакарийскую школу. Заканчивал Сахакарийскую школу и вообще не думал ни о чем. Не думал, куда я поступлю. Думал, уйду в армию. Меня просто одноклассник сказал, мы переехали, жили вот тут на Хабарово, на Орджоникидзе. Он говорит, вот тут рядом какой-то институт культуры, пойдем сходим, посмотрим, что там. Сходили, и там что-то у меня взяли документы, сказали, потом иди поступай. А у меня было главное условие, у нас денег особо не было, поступить на бюджет. Если поступаю на бюджет, тогда все хорошо. Если нет, значит, ухожу в армейку. Проходим творческий конкурс и поступаю на бюджет, на театрального режиссера внезапно. Я думаю, я вообще не представлял. И все, и начинаем учиться. И вот у меня однокурсники, вот Леша Амбросьев, Степа Порядин, Галя Тихонова, Игорь Говоров. У нас очень хороший такой дружный курс. Валя Макаров, Илья Портнягин. Ой, много нас. Такой хороший. Но я не доучился. Я учился. И где-то на 2-3 курсе начал задумываться, а нравится ли мне вообще театр. А мы уже тогда начали работать, как-то нас брали в кино, на первые проекты мы смотрели. Какие проекты? Детсадка, Скиль? Или еще? Да, Или еще и даже Андрей Савич, «Тайна Чингисхана» было. Это были веселые времена. Я в какой-то момент сам увлекся монтажом, просто любительски. И отчислился, пошел работать на телевидении, просто монтировать. Что-то там монтировал, какие-то репортажи. В какой-то момент у нас там запил оператор. И мне просто сунули камеру и сказали, иди снимай. С тех пор я стал как оператор, монтажер. Я просто звонил там друзьям и говорю, а как включается камера? И так друг за другом пошло, поехало. И потом мы объединились с Лешей Павловым, с Ростом. Создали свой продакшн маленький. Много работали в рекламе. Но я думал, что нужно заниматься кино. И в какой-то момент я понял, что все, я дошел до какого-то потолка и уехал, поступил в Московскую школу кино. Отучился, я остался там. Тогда Джол — это дипломная работа или как? Да, это моя дипломная короткометражная работа. Я думал, Вологода — это дипломная работа. Не, Волгото это, можно сказать, случайно случилось, а Джол это был... я этой работой защищался в школе кино. Я веду YouTube-канал, наверное, ты знаешь, и там, когда я разговариваю с зрителями, они всегда спрашивают, какие фильмы тебе нравятся, давай посмотрим этот фильм, и всегда Джол в топах, всегда в топах. Сахалая аудитория. Да. Вот. Слушай, это было... Я помню этот момент. Я же вообще, на самом деле... мы учились, и ты почти год пишешь свой короткометражный фильм, придумываешь, ты его защищаешь, у тебя идет предзащита. И вот я писал одну историю, защитил ее и сказал, что я буду снимать в Якутии, поеду к себе на родину. Я поехал, и меня так накрыло что-то в моменте. Я подумал, что вот это то, что я написал в Москве, это полная фигня. Я тут ходил, бродил, и тут как-то пришла мысль, идея. Миша Башкиров был, показал свой рассказ. И в моменте, в общем, я за 1-2 дня его взял, написал, переписал этот сценарий, собрал ребят-друзей. Это все однокурсники, актеры. Друзья помогали, просто камера там. И мы это сняли за 2 дня. Я что вспоминаю, для меня после уже 3 фильмов, для меня это самые такие были, не самых счастливых съемок. Почему-то там было очень легко, не страшно. Несмотря на то, что кино было очень тяжелое, получилось, а мы его как-то очень... Легко снималось тогда? Да, было какое-то просто
что мы что-то творим, что-то делаем. Баловались девку, грубо говоря. Не или- баловались, мы понимали, что мы делаем. Да. Мы просто в самом начале проговорили, в какую тему мы заходим, как это, что. И все доверились, слушали, и мы как-то... По кайфу. Да, 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 это было вот прямо такой прям... Я вот и люблю... Неосязаемое, короче. Да, даже я, видишь, словами не могу Да. объяснить. И это было такое счастье, правда. И как-то сделали, а потом я думаю, блин, а что делать? Я же защищал другой сценарий. Как мне теперь вот это все? Ну, я смонтировал, послал работу, они говорят, нормально, приезжай на защиту диплома. Ну, так и случилось. А потом я его просто сказал, да, оно должно жить, и в YouTube просто выложил, и все. Сильная работа, сильная работа. Потом Вологото. Ну нет, я вот сняли, мы сняли Джол, Ага. и у меня все лето впереди, а я здесь. А я студент, денег нет, у меня нету денег даже в Москву вернуться на защиту диплома осенью. А, И что-то я ходил. Один ушлый якутский продюсер очень яростно вился вокруг меня и говорил, Володя, ну как же так, у тебя нету денег, ну нужно что-то сделать, ну так, чтобы заработать. Имя этого продюсера Виктор Лифу. видели фу. Я сегодня, кстати, решил, да, я со всеми поговорил и сказал, ребят, вот будет там, мы будем разговаривать про якутское кино. Я со всеми договорился и говорю, давайте я буду честно рассказывать. И все ребята сказали, да, давай, вот как есть, как есть. Джара. Вообще, на самом деле, давай начнем так. Вот путь мой с якутского кино, и вот там сидит Леша Амбросев, я помню этот момент. Это момент удивления. Ну, то есть мы поступили в Агики, ну и как-то вот там театр, а что такое якутское кино? Вообще, что это за вообще может быть такое? Я помню, летом вышел фильм Толи Сергеева «Тропа смерти». И мы забились летом в кинотеатр «Центральный», в малый зал, там нету вентиляции просто, и показывают фильм «Тропа смерти». Я помню ощущение, что я вышел в шоке. Но в шоке не от того, что мне понравился или не понравился фильм, а от ощущения... Ну, мы смотрели кино, и всегда кино — это был другой мир. Это была где-то Америка, Япония, Москва, Да. Петербург. А ты тут смотришь на экране, и это все происходит на твоих улицах. И это был какой-то перелом сознания, что вау. И я тогда помню, мы вот, Леша Амбросев не даст соврать, мы брали какие-то DV-камеру, одалживали в Агики, сами бегали, что-то снимали, мы увлеклись этой идеей, что мы тогда поверили, что можно снимать это здесь. Потом были съемки, нас взяли на Андрея Исаевича Борисову на «Тайна Чингисхана» по мрежами. Я там хлопушка бегал, помогали. Сейчас смешно вспоминать, конечно, что на самом деле это все была огромная учеба. Никто не знал, как снимать. Никто не знает, что писать на хлопушке. Мы просто буквами писали сцена, вот, наверное, как кто-то кого-то там убивает. Не цифрами, буквами. Ну, вот там было какое-то, там много всего такого было. И сейчас можно сказать, что кринж. Но. Но нифига, это все огромная учеба. А потом, я помню, ну и все, и мы здесь работаем. Серега Потапов снимает «Тын». «Тын» — один из моих любимейших фильмов, и это там вот он мне еще... Ян Сеге. Он вот там как раз-таки тот Якутск, который я помню и люблю. Это вот какой 2006-2007 год. Вот там очень точно это схвачено. И вот Хаски Лукина музыка, и вот это все там вот для меня прям ностальгия. Это было классно, и это работа. И, в общем, это прямо... По факту же мы снимали и учились. Никто не знает, как снимать. Вот никто не знает. Чисто по наитию снимаю. Да даже сценарий, знаешь, там, дай бог, на листочке что-то записано, на одном листочке. По факту это все была импровизация. Я помню самое забавное. Я с Шандором договорился, эту историю я готов рассказать. Как ты заезжаешь в Шандор и говорит, Володь, короче, мы кино сняли. Во кино. Но не хватает вот человека, который возьмет и смонтирует это все. Вот как бы вот скреативит, там нужно это сделать. Я говорю, ну да, давай, проблем нету, сейчас загрузим, сделаем. Он говорит, не-не-не, давай мы берем вот весь компьютер, весь материал и уезжаем в деревню, запираемся в домике, и
там сидим безвылазно, пока не смонтируем, не выедем. Я думаю, ну ладно, давай. Я еду, Ромка Дорофеев, там, Дима Константинов, ребята. Мы садимся, и мы начинаем выгонять материал, смотрим Кюнюль Батурдар. Мы вот так, они уже там работают, оказывается. Я сажусь, и они выложили вот весь снятый материал. Весь снятый материал, мы садимся, я отсматриваю и говорю, погодите, ребят, а тут же 45 минут. Они говорят, да. Я говорю, в смысле? Ну вот мы сняли там всего 45 минут. Я такой, ага, и чё? Он говорит, а вот теперь надо придумать, как это из этого сделать кино. Я такой, ё-моё, вот эта задачка. И ну, по факту, реально, мы тогда очень классно поработали с Ромой. До съем, получается, сделали. Ваньку Семенову позвали, да, вот там мы в уголку, в деревне, что-то доснимали, придумывали сцены, что-то монтажно там выкручивали, додумывали это все. Ну, потому что реально ребята тогда, они вот сами признавались, они, ну, листочек, с двух сторон написаны какие-то сцены. Весь детсад тогда строился, что это же, ну, на самом деле, если сейчас смотреть, это все импровизация актерская. И они как-то вот выезжали на это. И мы это делали. И самое смешное было, что мы живем в этой деревне круглосуточно, в этом домике, и нету вообще никакой связи. Телефон не работает, и все. В итоге мы смонтировали, все сделали. И в последний день приезжает продюсер Шандор. И говорит, о, круто, смотрит, все утверждает, классное кино. И залазит на крышу и достает глушилку сотовую. Вы такие, что, правда, что ли? Да. Ну, и это все на дружбе всегда строилось. Красавчик, Шандор. Ну, как заставить людей работать? Видимо, так. Лайфхак. И мне всегда его нравилась эта мысль. Он все-таки один из основателей якутского кино. А ну-ка, А, хупай-бупа. Он как продюсер говорил, с деньгами любой дурак может. Попробуй без денег. Это правда же, так и было. Но. Все, ну, как бы, вот даже монтировали, ну, что там, денег живых нету. Они говорят, ну, заработаем в прокате, заплатим. Так это и все и А строилось. ну-ка. Чисто с любовью. Да. И потихоньку вот этими маленькими шажочками мы же по итогу вот пришли к тому, что вот сейчас у нас уже есть. Нам еще надо учиться и учиться, но это уже проделан путь и, в принципе, за очень быстрое время. Ага. Вообще, Андрей Тырганик. Ну, в общем, было классно. ну, А все- с Волгото, да, если Волгото вспоминать, Витя вот предложил и говорит, ну, надо ехать тебе на защиту диплома там, и так далее, денег подзаработать. Я говорю, ну как ты это представляешь? Он говорит, ну надо какой-то вот фильм, ну так, чтобы заработать там. Уже лето идет. Я говорю, а чё, как? Вообще же конь не валялся. Ну, я ему предлагаю, ну, может быть, такой жанр сделать, там как-то отыграть, отработать все якутские комедии. А в тот момент реально не было уже якутских комедий давно. Детсад уже подзатух, и сильно ничего не происходило. И было ощущение, что сам наш зритель соскучился по комедиям. Да. Я решил сделать такой симбиоз всего и подряд, мэшап. Я сказал, Витя, короче, снимаешь вот эту квартиру, я запираюсь туда на 2 недели. Я за 2 недели пишу сценарий. Я его пишу. Неделя подготовки. 2 недели съемок. В октябре вот выходим. Это началось писать сценарий я начал в начале июля. Прокат в октябре. Жестко. Якутский продакшн. Да. Это было вот прямо так, на экстриме. Там много веселого. А там все сработало, потому что работали все. Витя, в первую очередь, это все-таки больше его продюсерский проект, это правда. Игорь Говоров очень помог. Все артисты, ребята. Ну, все подключались. И там было тоже, конечно, куча моментов, уже, можно сказать, традиционной якутской комедии. Импровизация. Да. А ну-ка. Ты же рассказывал, как начал работать в кино, и да, сейчас вот почти все главные российские фестивали это якутское кино Ну, участвую, да. брали. Ну, получается, Сейчас. да. Ага. Кинотавр, вот, Пугало и Нуча, Зимний тоже брали, этот МКФ, Московский международный кинофестиваль. Мы брали или нет? Брали. Яковлевиков, Поем Царь круг. птиц, да. Да, вот.
Тут как бы и еще сейчас осталось только международные именно вот большие, можно так сказать, да? Канны, Венециан, Берлинаре. Это следующий шаг. Нам нужно дальше работать, развиваться, не останавливаться на этом Но, всем. Антон, вот ваша работа кончится лето будет, наверное, подавать планы? Ничего не сложилось. М, Но у меня есть свое собственное мнение по мгм, этому. Но ты не видел фильм. И об м, этом, наверное, интереснее поговорить, когда ты посмотришь фильм. м. Вот, наверное, лучше так это сделать. А сейчас же зрители посмотрели, может быть, зрителям как-то... И хорошо для зрителя. Это очень тяжелое кино, Мгм, достаточно тяжелое. И оно еще совпадает с нашим временем, с нашим миром. И действительно, представьте это кино про безумного, можно сказать, человека из России, который бегает и убивает всех налево и направо. И м, это кино в этом контексте очень сложно досмотреть, о чем оно все-таки в конце. м, Этот шлейф очень сильно влияет. м, Ну, есть и другая точка зрения, что, может быть, просто кино не очень хорошее. м. Там где мама была бы там. Ну, я к тому, что автоматом, если там Юра Борисов, то уже большие фестивали. Ну, как будто бы есть такое якутское кино, плюс Юра Борисов. Слушай, ну, главное то, что мы еще сделали вот этот симбиоз такой достаточно странный. Ну, как нормально, что это достаточно жанровое кино в своей основе, но оно рассказано киноязыком более авторским. То есть Мгм. оно и не развлекательное, но и не сильно... В Ну общем, вот, это нужно смотреть и ну вот обсуждать. фильм «Анора». Да. Вообще, вот мне этот фильм вообще не понравился. Оно как будто бы вроде бы не получившаяся комедия, либо что, вот эти армяне, образы, их шутки, и вот эти вообще мне вообще не зашло. Я вообще не понимаю. Это отличное кино. Более того, я тебе скажу, что Шона Бейкера вообще я очень сильно люблю, очень давно его знаю, там, с фильма «Танжерин». Мгм. А, У нас была даже смешная история, что мы закончили здесь съемки в Якутске, Мгм. и все, мы уехали на монтаж, и мы потом созваниваемся с Юрой. И Юра, мы разговаривали там про постпродакшн, и Мгм. Юра говорит, я в Штатах. Я говорю, о, что делаешь? Он говорит, на съемки пригласили. Я говорю, о, поздравляю. Он говорит, да, тут это, что-то как-то. Я говорю, а что случилось? Ну, расскажи, у кого снимаешься? Он говорит, да никто не знает, я там что-то снимаюсь в маленьком кино. Я говорю, да расскажи. И он говорит, да Шон Бейкер. Я говорю, вау, ты что, я вот знаю. Он говорит, М. да, ты первый мой знакомый, кто знает Шона это Бейкера, имя. да? Да, это сейчас уже известно, а в Да. тот момент. И это было... Потом смешно было, что он вернулся когда, и мы встретились. Я говорю, ну и как, а как? А он говорит, да я представил, что я ехал в Большой Голливуд сниматься, а по факту оказалось это маленькая инди-картина, М. а он всегда, Шон Бейкер, этим славился. Он говорит, у меня ощущение, как будто я съездил в Америку, но ощущение, как будто я съездил в Якутск, снялся в инди-фильме. Я говорю, ну тогда, значит, мы все правильно делаем. Где? Получается так? Шон Бейкер — это законодатель инди-кино М. современного американского. Это очень внутренний американский проект, где он отчетливо идет просто очень сложной дорогой независимого кинематографа. М. У него первый фильм «Танжерин», снятый на iPhone, где он сам снимает, и просто друг, звукооператор, ходит. Посмотри М. обязательно, это свой жанр. Конкретно «Анора» — это не лучший фильм Шона Бейкера. Мне кажется, у него все-таки «Project Florida» мне намного сильнее больше. Флорида ден этаганда. Да, Project Florida, его фильм. А вот «Анора», но это все равно, это очень современная, и мне кажется, ну, для меня это большая картина, М. на мой вкус. Да, да. Вот, и я хотел сказать, что а, Ты же понимаешь, что, знаешь, в чем фишка? Что он работает как раз-таки всегда, Шон Бейкер работает, во-первых, можно сказать, как с человеком на дне. Он всегда берет героя, который находится на социальном дне. мгм, Проститутка или мать-одиночка, которая выживает, или еще что-то из именно реально американского общества. И конкретно «Анора»
это красотка наоборот. Точнее, реалистичная красотка. Помнишь фильм «Красотка» с Ричардом Гиром? Ну, там что? Там вот она влюбилась, и такая сказка разошлась. А тут ты смотришь просто за выживанием несчастной девушки. Она сперва хватается это как за момент, а потом она реально начинает верить в то, что это счастье, оно вот здесь. И когда она понимает, что это счастье рушится, она просто как зверь просто борется за это. И на этом все держится. Меня раздражала именно, скорее всего, линия вот этих армянов. Ну, в целом юмор, наверное, какой-то был около КВНская какая-то подача. Вот именно такой вот тохпара-то, короче, как можно сказать-то. Что-то такое было, что меня вообще не вставляло. Вот именно в плане юмора. Или подачи нормально. актеров. Это Как бы. нормально, знаешь, как я не люблю Уэса Андерсона. Ну, типа так. И вот я хотел сказать то, что у Шона Бейкера вот Анора есть какая-то тоже жанровость, как будто бы. И может быть, вот «Кончится лето», то тоже, вот, и ты же говоришь, около жанровое, около авторское. Ну да, возможно, И вполне возможно, что «Кончится лето» тебе не понравится тоже. Не, я говорю... В смысле нет? Ну, у тебя есть эта функция, и это нормально. «Кончится лето» может выстрелить. А может нет. Никто же не знает. Да, я вот про это, типа Юрий Борисов и около жанровое и авторское. И можно это смешать. И... Мы тоже проговорили. Там в этом фильме очень много «но». Тоже, знаешь, когда нас там уже кинокритики в России спрашивают, а мы считаем, что это не якутское кино. Я у них спрашиваю, а что такое якутское кино? Ну что, давайте дойдем до национализма и говорить, что якутское кино — это чисто вот сахалар, который говорят сахалы. Я могу пересказать просто кучу якутских фильмов, в которых нет якутских актеров, и там даже нету слова на якутском языке. Та же самая «Тропа смерти». Мы можем считать, что это якутский фильм? «Тайна Чингисхана». Якутское, наверное. Не, якутское, конечно. Максим Арбугаев с Евгенией Арбугаевой сняли на Чукотке русского геолога. Фильм производства в Великобритании. Где тут слово «якутский»? Но он якутский. То есть это не национальность. Это какой-то наш общий дух, мне кажется. Это вот то, что мы все отсюда. И я считаю, просто замыкаться только на одном том, что мы здесь есть, мы можем... Блин, границ нету. Да, то хотелось бы, чтобы ваш фильм вот так выстрелил. Это в целом то, что... Почему я вот так в сторону думаю, что есть все шансы? Ну вот мои факты. Дай бог, потому что мы там тоже же... Там есть главное то, что в нашем фильме. Нам с Максом тоже это очень сильно нравится, что это абсолютно тоже инди, независимое кино. Без всякой господдержки, без ничего. Мы просто написали историю, принесли продюсерам, сказали, хотим снимать. Они говорят, давайте. Как-то это все за очень небольшие деньги... Мы все это проехали, сделали эту большую экспедицию. Дай бог, чтобы все сложилось. Да, как будто вот так хоп, Максим Арбугаев в Оскаре, как будто он побывал в Оскаре, как будто бы у нас тоже же вот потолок как будто... Конечно, блин, это парень отсюда у нас здесь вот взял. Так же, как и Юра. Юра, ну вот любой человек про него скажет, это абсолютно не пафосно. Смешно было, когда мы приехали сюда, я их пораньше попросил приехать, мы за месяц до съемок приехали, адаптироваться, читки, репетиции. Юру здесь вообще, какой-то ходит лысый русский парень по дабаке, как местный. Единственное, его где-то местами какое-то старшее поколение подходило, кто-то так смотрел, говорил, о, Калашников. И мы тогда поняли, что у него, видимо, самый народный фильм по стране — это Калашников. Но он на тот момент уже был известным актером. А тут сейчас уже вот просто дошло до этого Оскара. Круто. Блин, мы сами тоже, мы снимали фильм, а потом у нас в этом фильме 2 номинанта на Оскар. Да. В 2025 году в России в якутском фильме. Ну, как? Жестко. Но я еще смешно, что когда объявили номинацию Юры, я сказал Макару Хлебникову, который играет брата Юры, я ему сказал, в нашем фильме есть 2 номинанта на Оскар и 2 неудачника. Но жизнь покажет. Движемся дальше. Хочется спросить про Убайдар инцидент.
который был в фильме «Нуча». А, Фильм, к сожалению, запретили. Вот, был этот где? Тебя позвали на совещание, да? Или это Мунях там и сказали то, что да, будем. мне позвонили с нашего Министерства культуры, сказали, что пришло какое-то письмо от общественников. Я спросил, что за письмо. Они говорят, ну вот будет круглый стол, там по зуму. Это еще ковидные вот эти времена. Я говорю, ну ладно, давайте. И вот на этом круглом столе были какие-то активисты, которые возмущались. Ну, зная контекст, там, условно, рассказа Сирошевского, плюс, на их взгляд, это провокационное название, на что я предложил, ну, как бы объяснил, что, блин, если бы у нас там действительно что-то было, нам бы не выдали прокатное удостоверение. Ну, По закону мы абсолютно правы. Плюс мы были там на фестивалях, все прошло нормально. А я предложил, слушайте, ну, и самое смешное, да, то, что никто не видел фильм, но вот критиковали. Я говорю, ну, давайте просто посмотрим кино и обсудим. Как бы зачем болтать так? Но они остались в своей позиции. Я не знаю, это, возможно, было похоже на еще какой-то, знаешь... Есть ощущение, что общественники сами по себе не возбуждаются. типа, благодаря. Не знаю, Ну, это мои какие-то домыслы в голове, М. никого я не могу обвинить, но как будто это все неспроста. И это очень жалко, потому что вот этот конкретно фильм «Нуча», мне казалось, это очень важно именно для Якутии здесь показать и здесь пообсуждать. Опять же, показать этот фильм. И вот здесь сесть и обсуждать, а что это было, зачем это снято и так далее, и так далее. Это, мне кажется, было бы самое-самое полезное. Я единственное надеюсь, что у нас как-то ситуация в мире и в нашей стране изменится к лучшему, и как-то мы доживем до тех времен, когда можно будет презентовать спокойно этот фильм. Я также приеду, я обязан этот фильм показать здесь. Официально. Да, и честно поговорить также со зрителем и обсудить. Но Кто-то у меня из друзей уже сказал, не парься, оно как вино. а ну-ка. Настаивается. Ага. Прокатное удостоверение тогда не отобрали, все есть. Все у нас есть, но Тогда, получается, вы сами воздержались или как? Или что? нет, это не наше желание. Эх. Интересное время живем, конечно же. Я, естественно, как автор хочу, чтобы, я зачем снимаю? Для зрителя. Продюсеры как отреагировали? Ну, деньги же пропадают. За сколько сняли? Небольшая сумма. Нучи, по-моему, это 12 миллионов рублей. Для такого фильма это, За сколько дней? дней Месяц, походу, да? 20 смен. 21, по-моему. Классика. Да, мы вот снимали в селе Мая, построили вот декорации, все снимали. Сережу Гелеву привезли. Ничего не предвещало беды. Тогда, продюсеры с пониманием, наверное, относились. И продюсер Хлебников с ним был. У меня на всех проектах и на «Кончится лето», и здесь можно зайти в Кинопоиск, посмотреть, там у нас по 5-6 продюсеров. А почему? Потому что это, опять же, независимое кино. То есть это люди своими деньгами сложились, поверили в этот материал. Это Федорович, Никишов, Плотников, Хлебников, Мишин, Рябышев. Они все участвуют в этом. Они как-то верят. Они верят в то, что можно создавать в России кино не дотационное, а вот что-то независимое. Ты нашел своих продюсеров, получается, в Московском школе кино? Да нет, еще после. Конкретно Хлебников я закончил, а он меня преподавал. Я учился у Хлебникова, Попогребского и Клеблеева. Это были преподаватели, это действующие режиссеры. А потом как-то я не помню, по какому проекту я ездил. Меня просто Боря спросил: Володь, а у тебя что есть? А у меня была тогда вот первый набросок Нуча, сценарий. Я показал, он загорелся, сказал: слушай, это интересно, давай попробуем, это сценарно доработать.
И мы сели дорабатывать, а потом он уже это предложил вот остальным. Ну, как обычно, пока ты показываешь, просто рассылаешь какому-то кругу продюсеров, с кем бы тебе хотелось работать. И встречаешься, общаешься, смотришь друг на друга, знакомишься. Ну, и также и «Кончится лето» было. Мы же просто с Максом... Он мне рассказал эту историю. Я сказал, давай попробую сценарно написать. Там что-то стало получаться. Я говорю, давай вот пойдем попробуем продюсерам покажем. Заинтересует, не заинтересует. Они прочитали, говорят, слушайте, прикольно, давайте развивать это дальше. И все. Просто вот наши зрители, наверное, вот некоторые не знают про Московскую школу кино. Вот. Расскажи, пожалуйста, может быть, кто-нибудь благодаря тебе... Ну что сейчас это, школа кино. Каково это, какие плюсы дает? Вообще в целом рекомендуешь или нет? А у нас же, кстати, есть такая тенденция, кстати, в Якутии, да, что у нас все, в принципе, самоучки. Мы никто не учился кино. У нас единицы есть. Вот я школу кино закончил, Макс в ГИК закончил. Алексей Романов. Да, в ГИК. Эдик Новиков, Питер. Ну нет, а вот Дима, допустим, Давыдов, Степа Бурнушев, это самородки. Люба, да. Ты учился? Нет. Ну вот. Еще... Эрсана, Слушай, у каждого индивидуально. Колледж культуры. Мне кажется, у каждого индивидуально. Вот именно ставить цель, как ехать учиться, не обязательно. Если у тебя вот тут горит и тлеет, и ты хочешь это сделать, то почему нет? Тем более в Якутске наш зритель настолько лояльный, что это большая школа. Самая удобная почва снимать кино в России — это здесь. Это правда, абсолютная правда, потому что условному парню там из Ярославской области или, я не знаю, из-под Самары, ну как это сделать? Там нету ничего. Здесь же мы, ну я уверен, что ты снимал, наверное, и тебе помогали все. Так же, как и я снимаю, и мне приходят просто все друзья и помогают. Так же, как и на «Кончится лето». На «Кончится лето» ты увидишь сцену в финале. Мы уже на севере, в поселке Найба. Я там придумываю сцену и говорю, нужен вертолет. На меня продюсеры смотрят и говорят, а у нас бюджета нет. Какой вертолет? Туда вертолет прилетает раз в 2 недели. Я говорю, ну я не знаю, ну вот почитайте, смотрите, какая классная сцена. Я говорю, сцена классная. А вертолет, ну сколько вызвать вертолет? 3,5 миллиона. Ну денег этих вообще нету, неоткуда взять. И Ира Энгелес, она просто садится на телефон. Ирина. И выходит через 2 часа с очень гордо поднятой головой и говорит, кланяйтесь. Вертолет прилетит. Полярная авиалиния, спасибо. Здесь нам все помогают. Здесь у нас люди реально патриоты вот всего этого, нашего кино. Они говорят, кино, ладно, поможем. Да. И вот с вертолетом они такие, да, будет, но 20 минут есть. 20 минут, окей, справимся. Быстро все сделаем. Жестко, не? Здесь волшебно. Да. Мы еще с Максом, когда обсуждали, вот «Кончится лето», что может быть где угодно это произойти, но такие, блин, это надо у нас снимать. Ну, во-первых, мы отсюда, а во-вторых, тут ну реально земля помогает, и люди помогают. Ну, есть такое. Когда снимаешь кино, веришь в людей, правильно или нет, и этим... Айларга. Без этого никак. Еще как-то получается. Прости, сейчас перебью, но немножко нужно проконсультироваться. Алексей Алексеевич, на ваш сторонний взгляд, не слишком пафосная у нас беседа получается? Нет, очень даже в духе вашего мастера. Я слушаю с вниманием. Вашего мастера ты имеешь в виду Андрея Савича или Сергея Станиславовича, или... Да, который театральный. Который театральный, да? Хорошо. Где моя шляпа? Вот он в целом, да, я тоже скорее не как-то бы, то есть без дипломного образования можно снять кино, ну, пойти учиться на режиссера, типа, ну... Мне лично было полезно, знаешь, я лично это воспринял как перезагрузку. То есть я тут так долго завозился и работая в рекламе, клипах, а
из этого очень сложно вырваться, с этого клипового мышления, рекламного мышления, когда ты занимаешься только картинкой, визуалом, а не думаешь о драматургии, а все-таки кино в первую очередь это драматургия, то для меня было очень полезно уехать, перезагрузиться, перезапуститься и как-то существовать по-новому. Но у меня там немножко сейчас до крайности доходит, ну, сейчас конкретно период, что я там, допустим, вообще не люблю визуальное. Для меня важнее, ну, драматургически, как это выстраивается. Но это сейчас такой период. Возможно, как-то я потом лет через сколько-то тоже видоизменюсь. Это больше помогает сфокусироваться девушку, да? Мне было полезно. Мне было полезно. Ну, еще и зависит от мастеров и т.д. Ну, Да, естественно. И единственный есть совет, который мне... Это не мой совет, это совет очень мудрый человек сказал. Когда ты едешь в любую киношколу поступать, все зависит от мастеров, конечно. Выбери по себе того мастера, того преподавателя, чьи фильмы тебе ближе. И иди к нему. Если там замечательный какой-то режиссер преподает, но тебе его фильмы не сильно близки, то, скорее всего, ничего не получится. Он другой, тупо просто. Ты другой, он другой. Да, ты другой, он другой. Это не означает, что он хороший или плохой, или да. ты какой-то не такой. Просто немножко по-другому. Но Мы говорили там про кино и все остальное, а мне интереснее сейчас как раз-таки с тобой поговорить про современное якутское кино. Что я имею? Для меня современное якутское кино — это вот вы сейчас, как я вижу, новая череда авторов. Ты, я имя забываю. Арсенал Фотор, Да, и Кукушка кто снял? Евгений Николаев. Да, и вот Вася Слепцов, сейчас у него Сибики. Ларри снимает. Ларри, вот это вот я вижу со стороны, так как бы все наблюдая, это что-то другое. Это уже отличное там от Степы Бурнашева, Димы Давыд, от Любы. Вы вообще немножко по-другому идете. И мне больше всего из всего этого я могу выделить для себя несколько фильмов. Первый для меня «Схватка». Мне он стал очень интересен. Во-первых, там я не знаком с режиссером, но я увидел, что человек очень наблюдательный. И, во-вторых, он взялся за очень сложную тему. Все мы привыкли снимать, к такому жанру, вот этот спортивный байопик, да. а он берет про человека, проигравшего. Это очень сложно. И у него это больше всего получается. И мне очень сильно понравилось. Много моментов там, и я прям хочу сказать ему большой респект. У тебя с фильмом, я помню, «Тимир», я смотрел на зимнем. На зимнем, И вот такой вопрос к тебе с подковыркой. Я с первого момента сразу такой понял, что-то тут, парень, ты юлишь, что-то ты тут так играешь. И потом смотря, и у меня вырисовалась такая теория, что мальчик умер, и это загробный мир. Ну, это сперва так было. В сценарии это было. Ага, задумывалась. Да. Ага. И потом уже как бы спрятали. Ну, потому что я для себя стал строить. Подожди, какая школа летом? Почему они учатся в школе летом? Почему там то-то? Потом вот этот персонаж Дима Никаноров, который играет... Слава Никаноров. Ой, Слава Никаноров, который играет. И я вот все цепочка за цепочкой такой разгадываю квест. И такой, ага, парень, а ты тут играешься. Ты придумал что-то это, но до конца, не вытянул. Ты почему до конца не оставил-то это? Может быть. Просто линия с духом. Но это же Миядзаки конкретный. Миядзаки вообще в начале его вообще не было. Мы когда вот снимали, вот смотрели, что-то есть, оказывается. Типа вот так было. А так в плане сценария, вот с духом у нас были жесткие проблемы в этой линии. И еще много сцен я вырезал. Но так этого персонажа я не раскрыл и не вообще целом не добил по ходу. Проблема была. И я не скрываю этого. Мне кажется, я этого персонажа, в вашем сценарии есть проблема. Вот как бы так. Нормально. С духом. Вот именно с духом были
проблему. То есть у нас еще получилось так, что духа должно было много, но как будто стало бы отцовской линии стало больше. Это само как-то вот так все вышло А ты сам писал? с другом. Ага. Мы сперва были карточки Мгм, просто. мгм. И мы не успевали, там много вырезали, ну, сам понимаешь. Как-то так сходу все вышло, и это так не было, чтобы у меня был утвержденный сценарий. Мы просто шли. Я сейчас очень больше всего работаю сценарно, и я вижу, что, блин, вот в первую очередь надо драматургию докручивать и работать над этим. Мгм. То, что наше вот это... Ладно, мы прошли этап одного листочка, где нет сценария, мы уже начали писать, это уже победа. Да-да-да. Но проходить редактирование и кучу драфтов, ну вот у меня, что не проект, но я пишу, скорее всего, по 1,5 года сценарий Мгм. только. 1,5-2 года. Еще в процессе дописываю, придумываю. А потом, когда уже сидишь, монтируешь и думаешь, ну, что за мудак это написал, надо было умнее делать. Я каждый раз себя корю, и я понимаю, что вот именно драматургически нам надо очень сильно развиваться. Мгм. Очень-очень-очень. И это не касается вот Васи Слепцов, что сейчас снял новую картину. Мгм. Ну, потому что там основа Семена Ермолаева. Мгм. Это прям чувствуется. Так же, как один из моих любимых фильмов «Тайонкл». М. Это просто сильнейшая драматургия Ермолаева. И это прямо фильмы, которые, да, войдут в нашу историю навсегда. Фильм Васи Слепцова «Я себе киберяре». Классный фильм. Я смотрел черновой монтаж. И когда выйдет в кинотеатр, ребята, сходите. Не, правда, я такой, блин, а я помню эту пьесу, я тоже читал, и такой, а тут Вася вообще ее по-другому подал, я так обрадовался. Да, у него там монтажно сейчас это, ну это все Мгм. решается монтажно, Да-да-да. сделается, Я классно. его лично поздравил. Вася, у тебя Да. фильм получился, типа, вот так. Да, да, это правда. Но, Надеюсь, все сложится. ну с и ним. «Схватка» тоже Никандр и Ники Кинлертен, это его пока лучший фильм. Вот, М. «Схватка». Мгм. Именно вот видно, что с душой. Так, а ты что? Ну ты вот снял, как ты говоришь, тебе там было много трудностей. Дальше что у тебя? У меня сейчас готовится «Богатый 3». Мгм. И один сценарий, ну, по карточкам есть триллер психологический, но я посоветовался с Димой с Давыдовым. Он сказал, пока не снимай. Ну, прокатку по-любому не возьмешь. Как-то так. Ну, и сказал то, что сними, ну, сократи, сделай короткий метр. Слушай, я не читал ничего, Мгм. просто не слушай, во-первых, рассказы про прокатку. Знаешь, это даже вопрос не к Диме, мы с ним обсуждали. Ну, даже моя ситуация с Нучи или Да-да-да, ситуация с это все сайтой. пугает, как бы. Это называется, понимаешь, страшна не цензура, которая у нас в стране происходит. Страшна самоцензура. Мгм, мгм. То есть мы в голове теперь сидим и думаем, а это можно, а это Да, это нельзя. автоматом сейчас. Без И этого в- никак сейчас. И вот это смерть для нас всех. То есть, когда ты начнешь думать, а система-то, она очень хитрая, она на это и работает, что ты сам себя должен бить по рукам. Она этого и добивается. Но. Не надо, мне кажется, не надо бояться, надо просто дальше думать. Вот просто не думать об этом. Если ты это хочешь сделать, когда захотят тебе отобрать или еще что-то плохое сделать, они хорошо работают, они придут и отберут. Ну, слушай, взять в долг 5 миллионов и не взять прокатку, я не смогу себе такое позволить. Ну, сам не бери, на маму оформи. Просто я сам продюсирую, поэтому... Да, все то же самое. Да, Че, да. у Степы он сколько прошел? Знаешь, как я радовался, когда у Степы сколько Степа Бурнашов у нас Да, фильмов, да. и тут у него стреляют, а это, А и это. это вот я просто... Справедливость существует. Да. Этому человеку воздалось, и прям, ну, это... Ну, Я очень радовался. Он, главное, свои бюджеты отбил. Понятно, да, это неприятная ситуация, но надеемся, что оно разрешится. Если у тебя там 5 миллионов, ну, брат, ты же в Якутске. Придумай, как за 2 снять. ну, как-то так. Ну, я этот... Вспомни слова великого Сценарий. Шандора. Я этот сценарий не забуду, конечно же. Буду думать. Хорошая идея все равно вот здесь остается же спустя некоторое время. Ну, беременным Луват, оно вот здесь оно
А сейчас-то я буду думать в сторону коммерции, наверное. Сейчас что-то снять надо, чтобы снять ту. Ну, дай бог, Пока как-то так. дай А бог. так в целом в плане меня, вот у меня первый дебютный фильм, мне кажется, Тимир получился. И вот ну, в минус не ушел. И сейчас вот я знаю то, что я люблю снимать кино, но сейчас жить сложно с этим. То есть ничего другого я не хочу делать. Да, ну, Вообще. это правда. А ты знаешь, вот меня сейчас преследует мысль. Ну, у меня как-то так получается, что я вот снимаю фильм, ну вот придумываю, сажусь, пишу, потом как-то съемки, вот премьера. И это у меня занимает 3-4 года. Я вот занят этим. И вот проделав этот путь, в конце такой сидишь и думаешь, а что дальше? А дальше опять надо придумать, написать и снять. И желательно еще лучше. Мгм. А после этого что дальше? Опять придумать, написать. Да-да-да-да-да. И это... Бесконечность. Да, я подумал, Это реально так. После окончания съемок в душе остается пустота жесткая, короче. И это надо как-то заполнить другим проектом. Как будто бы так, не? ну это лучшая работа в мире. Это лучшая работа в мире. Ты представляешь, ты можешь что-то сочинить и снять. А Да. потом это люди посмотрят. Вау. Ага, и в плане Тимира тоже я вот думал, я сперва не ценил это. Оказывается, вот мы полностью ребята с пацанами с одной деревни выдумали фильм. И сняли, и что-то выиграли. И еще в Аэрофлоте показывают, в Пятнице показывают, где-то в прокат, стриминг. Прикольно. Четко же. Только данго дохона, если так взять. Да, да, да. Блин, Жестко. это чудо, просто Ну. какое-то чудо. И я очень благодарен, то, что вот у нас в республике мы много снимаем кино и легко снимать кино, ну относительно легко. Да, и знаешь, это еще мне очень сильно нравится, что в якутском кино у нас есть палитра всех жанров. Мгм. Мы не зацикливаемся только одно какое-то фестивальное кино или там одно комедийное. У нас вот все подряд. Мгм. И от этого ты видишь, что это уже ближе к индустрии. Да-да-да. Что оно не строится только на одних там 2-3 авторах. Ну вообще в Авторов целом много. медиа тоже жестко работает. Я Вот вообще как- рилсы, клипы. Ну, рилсы это... Ну да, много снимают. В целом вообще свет, оборудование, операторы, они же практикуются, ребята, много. ну В да. целом вот такой вот медиа-тусовки очень много. Короче, даже самый плохой якутский фильм лучше, чем если бы вообще не было фильма. Это правда. Ну да. Можно просто взять его, проанализировать, подумать, что не так, и сделать лучше. Ну. В последнее время я спрашиваю топы. Топ-5 твоих фильмов. Не лучше, просто 5 фильмов назови зрителям, чтобы они... Слушай, давай из Сахалы фильмов я лучше перечислю. Для меня важные Сахалы фильмы — это Тойон Кыл, Мгм. Пугало, Ганнибал. М. Вот для меня это одни из важнейших фильмов в нашем современном якутском кино. И еще 2 любые фильма. Просто. Чтобы было 5. Типа спрашиваешь же, типа на остров какой бы фильм себе взял, чтобы смотреть его бесконечно, типа. Ой, никакой, я бы лучше книжку взял какую-нибудь. Ну, какие ты фильмы можешь пересмотреть тогда? Слушай, ну у меня... Я могу по режиссерам. Я очень... Давай. Я вот знаю... Давай 2 режиссера. Ну, хорошо. Когда мне бывает очень-очень грустно, я могу включить любой фильм с любого момента Георгия Данелия, и мне станет чуть полегче. Мгм. Ну и Алексей Герман-старший, это, конечно, любовь. Ну, еще Глеб Панфилов. Да слушай, там много, много. А этот Балабанова? Слушай, да, конечно, ну там есть отдельные фильмы. Допустим, в свое время «Кочегар» для меня был невероятным открытием. Да, блин,
Я... Уйма, да? Вот у меня я не могу топы. Еще уже от настроения зависит. Вот сейчас я вот их Да-да-да. вспомнил, а кого-то не вспомнил, еще что-то. Я просто смотрю же еще все подряд. Я смотрю и авторское, глубоко авторское там кино, и супержанровое, и документальное я очень сильно люблю, обожаю. Ну, просто ты думаешь, что для тебя это обычные фильмы, ну, фильмы как фильмы, а для зрителей интересно, что именно ты смотришь. Вот поэтому и спрашиваю. Ну, в целом, Да всё два понятно. режиссера ты, ну, и даже больше ты сказал. И сейчас вот последнее слово. И вообще мне нравится мотивировать как бы людей. Хочу, чтобы вот люди посмотрели подкаст и что-то взяли для себя хорошее, позитивное, мотивирующее. От тебя что-нибудь такое, вон прямо на эту камеру для наших зрителей пульнуть. Слушай, ты сказал вот мотивирующее, и у меня прямо вся мотивация упала внутри. Давай уберем слово мотивация. Мысли для зрителей, чтобы либо какие-то твои замечания по жизни интересные, либо или можно вот так спросить, почему Владимир Мункуев встает по утрам? Потому что утро наступило. Ну, бывает и не по утрам, понимаешь, я встаю. Ну, вообще, типа, встаешь, и что тебя мотивирует вообще в этой жизни? Опять это слово, да, мотивирует. Да? Я понял, я понял. Ага. Наверное, самое интересное и классное жить и никого не учить жизни. Также быть проще и использовать меньше пафоса. Все, четко. Эхин Требига Воллай Тенга подкаст. Вовамон Коев, мен айдуна те, бихи подкаст путыгар тюгарти, бипулаха тюгарти димден аллара комментарийга хоруй. Бихи подкаст путыгар Требига Воллай Гарлахам Махтал. Онна, Этенга.